Об особой тяге к учебе расскажут в нашем следующем сюжете наши коллеги. Ученики средней школы поселка Чапаева Алекминского района вынуждены учиться в нескольких зданиях, чтобы получить необходимое образование. Об учебе без школы далее. Село Чапаево – практически граница между Ленским и Алекминским районами. Расстояние от своего центра значительное. Село большое, здесь есть больница, администрация и, конечно же, школа. О ней сегодня и пойдет речь, а точнее о ее отсутствии. Ведь на этот день более 100 ребятишек обучаются в приспособленных помещениях. Некогда большая школа теперь раскидана по куче маленьких зданий. Для старших классов, для начальных – мастерские, они же библиотека, туалет и музей, а еще интернат, спортивный зал, столовая. В 2008 году сгорело полностью здание школы, и нам пришлось разместиться в приспособленных помещениях. Одно помещение для старшей школы – это здание бывшего интерната, и второе помещение для начальной школы нам выделил детский сад. Половина детского сада была выделена. По современным требованиям у ребятишек должны быть все условия. Педагоги стараются их создать, только для пользования этими условиями в течение дня школьники должны несколько раз перебегать из здания в здание. Особенно сложно с малышами. Для полноценных занятий и отдыха этого пространства, конечно, мало. И если эти классы еще в состоянии вместить количество детей, то прогнозируемый первый класс 2016 года, а это 16 ребятишек, в эти кабинеты просто не войдут. И сами посудите, сажать нам их совершенно некуда. В этом классе, который 20 квадратных метров площадью, входит всего 10 человек. Лишнюю парту мы поставить уже сюда не сможем. Вот это проблема у нас. Уже сейчас педагог в раздумье, как уместить 16 детей там, где максимальное количество посадочных мест 10. 20 квадратных метров не растянуть, а расшириться более просто некуда. Начальная школа и так в гостях у здания детского сада. Возможно, малыши в группах и не испытывают дискомфорта, общаясь в разновозрастной среде. А детей и пришлось разделить на маленьких и очень маленьких. Но и создать полноценное занятие, конечно, сложно. Ведь и маленький зал, и спортивный зал теперь выполняют другие функции. Вопрос неоднократно поднимался и педагогами, и жителями села на всех уровнях вертикали власти. По прогнозам, строительство школы здесь намечено лишь на 2024 год. Ведь, конечно же, этот вопрос ставится давно, и постоянно об этом мы говорим, о том, что нужно, так сказать, входить в программу. Но вот, к сожалению, в инвестиционную программу республики строительство нашей школы не попало. К сожалению, отодвинулось на 2024 год, но мы надеемся, мы ждем. А это значит, и следующие годы ребятишкам придется ютиться в тесных и душных помещениях, а учителям искать выход там, где его в принципе нет. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК «Саха», Алекминск.